Ежегодно в первый день призывной кампании представители комиссариатов республики, Министерства обороны, а также будущие военнослужащие абхазской армии и их родители отдают дань уважения памяти героев, павших за свободу и независимость Абхазии. Сегодняшний день не стал исключением. Перед тем, как отправиться в комиссариат, призывники приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, Парке Славы и бывшим министром обороны республики. Первым долгом я хотел поздравить наших призывников. Это одна из дат в их молодой жизни. По достижению 18-летнего возраста, подлежащие призыву, мы на основании указа президента, вышел приказ министра обороны, а также приказ военного комиссара о призыве после медицинской комиссии, кто призовется, кто будет, как говорится, в рядах нашей абхазской армии, кто по состоянию здоровья, дальнейшее уже будем определять его годность к службе. После церемонии призывники отправятся в комиссариаты на прохождение медицинской комиссии. Традиционно в мероприятиях, связанных с призывной кампанией, участвуют главы администраций городов и районов, Министерство внутренних дел, Минздрав и Министерство просвещения. У каждого в военном комиссариате в районах на основании, вот как я сказал, указа президента и приказа министра обороны, у нас в администрации мы подали проект распоряжения главе администрации. Также глава администрации издает свое распоряжение по району о прохождении, как говорится, призыва. Раздаем через глав администрации сел и городов наших повестки. Военные учетные столы помогают нам в этом, чтобы наши повестки дошли до ребят, которые подлежат призыву. Замир Чкок отметил, что сотрудники администрации, министерств, руководства страны оказывают всяческую помощь в многоэтапной призывной кампании. Рассказал главный военный комиссар Гудаутского района и о реакции молодых людей на получение повестки. По его словам, со случаями уклонения в ведомстве борются в соответствии с законодательством республики, но по большей части призывники порядочно являются на кампанию. Молодежь с пониманием подходит, то есть на повестки реагирует однозначно, как говорится, приходят, каждый вовремя пройдет нашу комиссию, а там мы уже изучаем, несмотря, кто подлежит, кто не подлежит, еще раз говорю, кто-то по семейному положению, у кого-то по здоровью и так далее, кто-то по учебе имеет право на отсрочку, которые прописаны, исходя из этих законов, мы подходим к этим лицам тоже по закону, то есть привлекаем, первым долгом предупреждаем, потом передаем дела, как говорится, выше, в органы, прокуратуру и так далее, чтобы провести работу. С первым днем призывной кампании будущих солдат поздравил заместитель министра обороны Давид Бжания. Мы все должны прекрасно понимать, что военная служба – это особый вид государственной службы. И сегодня, наблюдая молодых людей, в таком вот количестве, первый призывной день, это говорит о том, что сознательные молодые люди понимают, что служба в рядах вооруженных сил – это святой долг и обязанность каждого гражданина нашей республики. Хочу пожелать молодым призывникам успехов во всех начинаниях, спокойной, нормальной службы. Осенняя призывная кампания продлится до конца декабря. Рада Чачава, Нарсоут Сулукия, Абхазское телевидение.